На днях в городе Якутске состоялась вторая междисциплинарная научно-практическая конференция с международным участием «Ревматология на севере». Организаторами конференции являются Якутский научный центр комплексных медицинских проблем и Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия. Среди участников конференции представители из Кыргызстана, городов Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск. Во время конференции было проведено 2 пленарных заседания, круглый стол по направлениям: вопросы изучения частоты аксиального спондилоартрита с точки зрения современного понимания патогенеза иммуновоспалительного процесса и роли сопутствующих заболеваний в выборе терапии, организации ревматологической помощи, междисциплинарное взаимодействие. Заслушано 23 доклада. Вашему вниманию предоставляется доклад, сообщение на тему клинико-эпидемиологической характеристики винильного диабетического артрита у детей в нашей республике. Доклад был подготовлен молодыми докторами Мариной Викторовной Афонской и Боисковой Светланой Гавриловной под руководством профессора Костика. Винильный диабетический артрит – это самое частое хроническое заболевание суставов детского возраста. Согласно действующей классификации ИЛАР, заболевание представлено 7 подтипами, которые отличаются патогенезом, особенностями суставного вовлечения и внесуставными проявлениями. Частота и распространенность артрита очень гетерогенны и зависят от географических, этнических и генетических характеристик популяции. Наша республика является крупнейшим по численности азиатского населения субъектом Российской Федерации, отличается особыми географическими условиями, большая территория, низкая плотность населения, которые необходимо учитывать при организации медицинской помощи в регионе. Общеизвестно, что азиатские популяции характеризуются большой распространенностью целого ряда ревматических заболеваний, таких как спондилоартрит, неспецифический аортоартрит, такаясу, болезнь Бехчета, системная красная волчанка. И вот в последние годы у нас набирает обороты болезнь Кавасаки, особенно после пандемии ковид. Цель сообщения, цель исследования наших девочек является анализ клинико-эпидемиологической характеристики винильного диабетического артрита. Это исследование позволит прогнозировать дальнейшие материальные затраты и необходимость обеспечения лекарственного проведения колоноскопии. Но, как я всегда говорю своим молодым докторам, клинические рекомендации придумывает не мы, они есть, и вы обязаны им следовать. И вот по поводу проведения трепанобиопсии костного мозга у нас ежегодно переводится 1-2 ребенка в отделение онкологии или с солидными опухолями. И вот последний пациент у нас из Среднеколымска поступал мальчик, 12 лет, лейкоцитоза, лейкопении как таковой особо не было, высокая СОИ, высоко лихорадящий, общее тяжелое состояние. Мы провели ему в день поступления, это был за день до Нового года, фактически предпоследний рабочий день КТ, МРТ, исключили полностью солидные опухоли, а на следующий день, согласно протоколу, я все-таки провела пункцию костного мозга. Мы получили острый лимфобластный лейкоз. И уже с 3 января он пошел на протокольное лечение острого лимфобластного лейкоза. То есть клинические рекомендации, их надо выполнять. Вот динамика показателей заболеваемости винильного диабетического артрита, начиная с 2016 года. Если в 2016 году число первичных случаев было всего 14 пациентов, то в 2023 году это уже 41 пациент, это прирост на 192,9%. И вот как видно из таблицы, что резкий подъем заболеваемости идет после пандемии новой коронавирусной инфекции. То есть фактически вот эта инфекция, хотя дети переносили ее субклинически достаточно легко, у нас были тяжелые пациенты, с гемофагоцитозами и так далее. Но основная масса болела легко. А потом они дают или аутовоспалительные, или аутоиммунные заболевания. Распространенность винильного диабетического артрита в нашей республике на конец 2023 года составила 84,5 на 100 тысяч детского населения. По месту жительства распространенность винильного диабетического артрита выше у детей, которые проживали в сельской местности, 102,8. Больше, чем детей, которые проживали в таких городах, как Якутск, Нерюнгри, Мирный, где распространенность составила 73,8 на 100 тысяч детского населения. По этнической принадлежности распространенность винильного диабетического артрита, к сожалению, выше у детей коренной национальности, это 110,1 на 100 тысяч детского населения, чем у детей русских, это 69,4% на 100 тысяч детского населения. При распределении детей Саха по месту жительства распространенность артрита у детей была выше в городе, чем в сельской местности, что обусловлено, конечно, концентрацией населения в городах.
Распространенность ювенильного идиопатического артрита выше у мальчика и девочек с АХ 106,6 и 113,6, соответственно, чем у русских детей. Ну и девочки, конечно, болеют чаще, чем мальчики. Распространенность энтезит-ассоциированного артрита у детей якутской национальности была в 4 раза выше, чем у русских. Это будущие ваши спондилоартриты. При статистически незначимых различиях и распространенности остальных категорий артрита, за исключением системной формы. Вот системный вариант винильного ревматоидного артрита встречается в 2,9 раза чаще у детей русской национальности. Клиническая характеристика винильного идиопатического артрита. Системный артрит на конец 2023 года это было всего 8 пациентов, и наибольшее число 44% это энтезит-ассоциированные артриты. Также у нас встречается часто достаточно это серонегативный полиартикулярный вариант 14,7%. И в последние годы мы стали ставить диагноз псориатический артрит. Раньше мы этот диагноз избегали ставить, потому что были очень большие проблемы в обеспечении этих пациентов препаратами. Число активных суставов в дебюте составляло 4 сустава. Чаще всего поражались крупные суставы нижних конечностей, коленные, голеностопные. Сакроилит был у 19,1% пациентов, энтезит у 15,1% детей и поражение шейного отдела позвоночника 4,9% детей. Доля пациентов, страдающих винильным идиопатическим артритом с увеитом, составляла 10,2%, это 23 пациента. Здесь огромную помощь нам оказывает окулисты отделения нейрохирургии, которые выставляют диагноз нам увеитов, иридоциклитов и назначают нам ретробульбарные инъекции. Ну а мы, в свою очередь, помогаем им вести пациентов с аутоиммунными увеитами без суставного синдрома. И положительный антиген HLA-B27 был выявлен у 39,6 пациентов детей с ювенильным идиопатическим артритом. Серопозитивность по антинуклеарному фактору была обнаружена в 66,7% детей. Антинуклеарный фактор, к сожалению, в нашем стационаре не проводится, делаем его на аутсорсинге в лаборатории гемотеста. Ну, терапию винильного идиопатического артрита, она, я думаю, что стандартная. Терапию нестероидным противовоспалительным препаратом в дебюте заболевания получает 100% количества пациентов. 91,1% получает стартовую терапию, это метотрексат. Но необходимо отметить, что 14,1% детей приходилось отменять метотрексат вследствие непереносимости препарата. Это тошнота, рвота, гиперферментемия. Иногда даже в первые 2 инъекции от момента назначения. И 40,4% детей получали генно-инженерную терапию. Первая линия терапии генно-инженерным биологическим препаратом была представлена, это стартовая у нас терапия ингибиторов НОА-альфа, энтанерцеп, адалимумаб. Дальше у нас применялись такие препараты, как тоцилизумаб, это пациенты с системным вариантом винильного идиопатического артрита, и режусекукинумаб, абатацеп, потому что эти препараты попадали в санкционку, и были очень большие проблемы с обеспечением этими препаратами. Время до назначения первого генно-инженерного биологического препарата составило 2 недель, это системные варианты, до 6 месяцев. Ремиссия на первом генно-инженерном биологическом препарате была зафиксирована у 39,5% пациентов. И через 8,5 месяцев у 40 пациентов было зафиксировано низкоактивное заболевание. Вот первая линия ГБП, которая применяется у детей в нашей республике. Вторая линия терапии генно-инженерным биологическими препаратами, когда идет переключение с одного препарата на другой. Мы достаточно часто переключаем с одного ингибитора ФНО-альфа на другой. И здесь я хочу оговориться, что назначение препаратов генно-инженерной биологической терапии у нас осуществляется только после консультации с федеральным центром. Это мы работаем с МИД здоровья детей, профессор Алексеева Екатерина Иосифовна, и Санкт-Петербургский педиатрический университет, профессор Костик. Это у нас негласная работа фактически по всей России. И назначение генно-инженерной биологической терапии, особенно таких препаратов, допустим, как канакинумаб, это всегда оговаривается только через федеральные центры. Время до назначения второго ГБП от дебюта заболевания составило в среднем 24 месяца. Ремиссию на втором генно-инженерном биологическом препарате достигли 45,5% детей, а 54,5% достигли низкой активности заболевания. Суммарная ремиссия достигла 45,4%, низкое активное заболевание 54,6%. В течение последних 5 лет максимальная частота назначения генно-инженерно-биологических препаратов пришлась на 22-23, это постковидные годы.
Вторая линия препаратов ГБП. Динамика времени от начала заболевания до назначения генно-инженерно-биологической время значительно сократилось. Если в 2019 году ГБП получала только 31,8% детей, то в 2023 году у нас было назначено 12 пациентам, это 29,3% детей. При этом сроки назначения ГБП существенно сократились. Необходимо отметить, что время от дебюта заболевания до назначения ГБП сократились в течение последних 5 лет. Исследования, которые провели наши доктора, в ходе анализа были выявлены следующие особенности винильного диапатического артрита у детей якутской национальности. Возраст дебюта винильного диапатического артрита составил примерно 9 лет, что статистически значимо выше, чем у детей русской национальности. Чаще встречался антезит-ассоциированный артрит, это 51,2% детей. Чаще выявляется Ашелябе-27 положительный статус, это 46,3%. Детей имели Ашелябе-27 антиген положительный. Чаще наблюдались сакролит и энтезит. И пациенты позже достигали ремиссии на терапии биологическими препаратами по сравнению с детьми русской национальности. Ну и какие выводы можно сделать? Значит, течение заболеваний у детей якутской национальности было более агрессивное, трудно поддающееся лечению базисными препаратами. Практически все пациенты имели опыт терапии метотрексатом, однако, как я уже говорила, 14,1% детей мы были вынуждены отменить препарат вследствие его или токсичности, или плохой переносимости. Возможно, это связано с этническими особенностями систем детоксикации ксенобиотиков в популяции СХ. Это требует, конечно, дальнейшего изучения и обсуждения. То есть печеночные функции у детей, конечно, якутской национальности быстрее развивается гиперферментемия. Недостаточный ответ на небиологические базисные препараты в сочетании с плохой переносимостью обуславливает относительно высокую частоту, это 40%, в ранние сроки назначения генно-инженерно-биологической терапии. Частота назначения ГБП зависела от типа артрита и составила 100% у детей с системным вариантом, 57,1% для псориатического артрита, 49,5% для энтезит-ассоциированного артрита, и 39,4% для полиартикулярного варианта и 22,4% для олигоартикулярного варианта. Преобладание энтезит-ассоциированного артрита в структуре винильного диапатического артрита, для которого характерна более низкая эффективность метотрексата, приводит к более быстрому назначению ГБП, что существенно отличается от европейских популяций, где переключение на ГБП осуществляется медленнее, потому что европейская популяция в основном преобладает олигоартикулярный вариант винильного диапатического артрита. Ну вот на этой фотографии я хочу вам показать наших уважаемых профессоров. Это Вячеслав Григорьевич Честнык и наш дорогой Михаил Михайлович Костик, который постоянно поддерживает нас как клиницистов, постоянно на связи в режиме и телефонных консультаций, и телемедицинских консультаций. И большое спасибо я хочу высказать Бурцевой Татьяне Егоровне, которая заставляет наших молодых докторов проводить анализ работы, чтобы они в этой текучке, постоянно тяжелые больные, постоянный поток пациентов. Тем не менее, необходимо осмысливать и анализировать свою работу, и я надеюсь, что сотрудничество с профессорами выведет работу нашего отделения на более высокий уровень. Спасибо. Обсудив текущее состояние оказания специализированной ревматологической помощи населению на территориях с малой плотностью в целях дальнейшего развития и совершенствования организации ревматологической службы ДВФО с учетом региональных особенностей, участники конференции считают необходимым рекомендовать поэтапное устранение дефицита кадров ревматологической службы, в том числе путем интеграции высшего образования, науки и производства, с эффективным использованием материального, интеллектуального и инновационного потенциалов научно-исследовательских и образовательных центров Сибири и Дальнего Востока. Дальнейшее совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, а также специализированной, в том числе высокотехнологичной и реабилитационной медицинской помощи пациентам с ревматологическими заболеваниями. Разработка и утверждение системы учета и контроля применения высокотехнологичных лекарственных препаратов в республике, расширить сотрудничество ведущих медицинских организаций и научных учреждений в рамках медицинского консорциума с целью консолидации научно-технического потенциала и организации сетевого взаимодействия с использованием интеллектуальных, финансовых и информационных ресурсов, направленных на участие в междисциплинарных научно-исследовательских проектах
по приоритетным и перспективным направлениям фундаментальной и прикладной науки в интересах инновационного развития республики.